подозрительные письма в социальных сетях. Если вы стали жертвой мошенников, звоните по номеру 102. По вопросам вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В прямой линии участвуют вице-премьер, председатель рабочей группы оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Алла Салаева, Здравствуйте. Министр здравоохранения Республики Владимир Степанов, министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач, главные специалисты Минздрава Республики, главные врачи клиник, перепрофилированных под лечение коронавируса, и руководители средств массовой информации Республики. Мы начинаем. Алла Леонидовна, вам слово. Добрый день. Работает, да? Ну, в первую очередь хочу вас всех, конечно, поприветствовать, поблагодарить за то, что мы сегодня все собрались здесь. И мы пригласили для того, чтобы наша пресс-конференция или наша прямая линия была максимально полезна. Конечно, всех специалистов, которые непосредственно спасали жизни наших людей во время первой волны. И мы все прошли через ситуацию, которая нас всех в такую реальность серьезного заболевания погрузила. И сейчас, как вчера сказал один из ведущих, уж сколько раз твердили миру, но в любом случае у нас ситуация с вакцинацией, и хотя мы все понимаем, что это единственный способ для того, чтобы приобрести коллективный иммунитет, спасти свои жизни, обезопасить своих близких, в любом случае пока идет сложно. И очень много поступает вопросов, которые, конечно, связаны с какими-то фейками, которые достаточно активно обсуждаются. Наверное, может быть, мы слишком научным языком объясняем, да? Вроде бы какие-то совершенно для нас уже ставшие очевидные вещи. Поэтому мы сегодня здесь собрались, и я призываю всех участников прямой линии на вопросы, которые будут звучать от наших жителей, максимально просто, подробно все-таки объяснить, и мы еще раз должны вернуться к ситуации и убедить всех, что вакцинироваться необходимо. Это единственный способ уберечь нашу жизнь, что никакой золотой таблетки другой не существует. И мы готовы будем ответить на вопросы. Что бы хотелось сказать в самом начале, что у нас на сегодняшний день в Чувашской Республике провакцинировано более 160 тысяч человек. И вроде бы это очень большая цифра, но при этом это всего 26% от количества людей, которые должны провакцинироваться. Для того, чтобы у нас в республике возник коллективный иммунитет, мы должны достигнуть цифры в 60%. И это совершенно невозможно сделать, если каждый из нас себе не ответит и не поставит цель сделать это прямо здесь и сейчас. Что нам мешает? Почему наши жители не идут вакцинироваться? Есть ли альтернатива прививке? Кому показано прививаться, кому нет? Эти и много других вопросов постоянно звучат, и мы получаем их в виде звонков, обращений. С этим сталкиваются постоянно врачи. И поэтому сегодня мы здесь все вместе для того, чтобы ответить на эти вопросы. Если есть звонки, давайте вы включайтесь, подключайте. Если нет, то я пока возьму на себя роль такого небольшого модератора и, наверное, сама начну задавать те или иные вопросы. Если звонков нет, то хотелось бы услышать все-таки тот самый главный вопрос, который к нам поступает. Все-таки вакцина способна защитить от новых штаммов, от мутированного ковида, от новых инфекционных заболеваний, которые сегодня пришли в нашу страну. Защищает она от смерти и тяжелых заболеваний. Почему мы должны вакцинироваться? И хотел бы, Владимир Геннадьевич, сначала спросить вас, услышать вашу точку зрения, и потом также, да, чтобы коллеги, дополняйте.
Дайте мой микрофон. Уважаемые коллеги, уважаемые жители Чувашской Республики, отвечая на главный вопрос, и, наверное, может быть, в очередной раз повторюсь, это было сказано неоднократно везде, со всех трибун, как с трибун и правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, но также скажу, что это заключение, наверное, всего медицинского сообщества, мирового сообщества и Всемирной организации здравоохранения. О том, что на сегодняшний день вакцинация – это единственный путь спасения. Нет пока никакого однозначного лечения этой инфекции, нет, скажем так, пути решения этой проблемы, кроме как вакцинация. Вакцинация на сегодняшний день показала свою эффективность. Показала, каким образом, то есть те лица, которые вакцинируются, так или иначе защищены от этой инфекции. И надо сказать, что по статистике на сегодняшний день из числа госпитализированных пациентов на стационарной койке 99,3% это лица не вакцинированные. Никто не говорит, и нет такого, что сделав вакцину, значит, вы защищены на 100% от всего и вся. Но важным фактором считается, что вакцинированный человек и риски, значит, возникновения осложнений в случае заражения, а самое главное, летальный исход, снижаются в разы. Поэтому, еще раз повторюсь, и, наверное, чтобы это звучало красной линией, что вакцинация – это единственный путь спасения. Владимир Геннадьевич, все-таки вакцина, она защищает от заболевания? То есть тот, кто сделал вакцину, он может заболеть или нет? Вакцинированный пациент также может иметь риск заразиться, как говорится, заболеть, но это заболевание будет у него проходить либо в более легкой форме, даже, возможно, бессимптомной формы. А самое главное, если эти пациенты имеют еще сопутствующие хронические неинфекционные заболевания, то есть такие как сахарный диабет, да, о которых мы переживаем, это болезни сердца, сердечно-сосудистой системы. И в случае даже инфицирования, то есть они будут переносить это легче и без каких-то угроз. Да, но мы то есть для себя фиксируем, что вакцина, она не лечит. Не лечит, совершенно верно. Но при этом она защищает от смерти, защищает от тяжелых заболеваний и снижает вирусную нагрузку. Совершенно верно. Хорошо. И вот вы приводили статистику, и вот тоже я вчера смотрела федеральные каналы, и главный врач коммунарки, вот они перевели на цифрах. Там сейчас очень большое количество заболевших, и в достаточно тяжелом состоянии, так же, как и у нас ситуация. Мы уже 2 больницы снова перевели в режим ковида. 99% тех, кто поступил сегодня и находится в больницах, не прививались. Это очень важно вот нам, да, для себя зафиксировать. Да, есть небольшой процент, да, тех, кто переболел, но это в легкой форме. И важность вакцинирования в том, что если даже вы заболеете, то однозначно тяжелых последствий от ковида у вас не будет. Так? Следующий вопрос вот тоже. Какую лучше вакцину при этом применять? Есть плохие или хорошие вакцины, Владимир Геннадьевич? Нет такого понятия, как плохие или хорошие вакцины. На сегодняшний день у нас на территории нашей республики, в частности Российской Федерации, 3 типа вакцин. И при выборе вакцин, то есть, который должен осуществлять непосредственно лечащий врач или, допустим, участковый терапевт, который знает этого пациента, знает его сопутствующие заболевания. И в этом случае врач определяет тип вакцины. Вот. И надо понимать, что все 3 вакцины, они не несут в себе, как говорится, живые вирусы, то есть они все полностью инактивированы. Так или иначе, при вакцинации той или иной вакциной заболевания не возникает. Да, гриппозоподобное состояние, которое в соответствии с инструкцией применения этих вакцин, они имеют место быть, это говорит всего лишь о том, что организм адекватно воспринял вирусную нагрузку, и, соответственно, иммунный ответ будет тоже правильный. Ну вот тоже все люди, они, конечно, нам всем кажется, что мы должны извлекать уроки уже из того, что нам жизнь преподнесла. Вот у меня вопрос применимый, например, ко мне. Владимир Геннадьевич, вот я переболела. Скажите, пожалуйста, мне надо вакцинироваться? И у меня есть антитела, потому что я переболела не так давно. Нужно мне это сделать или нет? Ну, уже признанный факт, уже и доказан на сегодняшний день. Есть четкие источники информации, есть практика непосредственно наблюдения за всеми пациентами. Человек, значит, непосредственно переболевший, перенесший эту инфекцию, да, он имеет антитела, которые также очень быстро разрушаются, которые полноценно и не могут осуществить, как говорится, и создать защиту
человеку. И поэтому, а вот в отличие, значит, от пациентов вакцинированных, то есть и антителообразующих после вакцинации, которые отличаются как раз вот своей устойчивостью, и степень защиты их намного выше. Поэтому Ну, то есть, да. тот, кто переболел, Да. несмотря на это, должен вакцинироваться. И рекомендуемое время для переболевших, но это точно не полгода, 6 месяцев, и 100% надо идти на вакцинацию. Совершенно верно. Но здесь месяц, который регламентируется, это через месяц после перенесенной инфекции. То есть при восстановлении всех функций органов и систем пациент должен вакцинироваться. Спасибо большое, Владимир Геннадьевич. Вот у нас с вами сегодня также за круглым столом присутствует и Тарасова Лариса Владимировна, главный внештатный специалист, терапевт Министерства здравоохранения Чувашской Республики. Здравствуйте, Лариса Владимировна. И вот у меня к вам следующий вопрос. У меня есть хронические заболевания. Есть хронические заболевания у моих родителей, сердечно-сосудистые, онкология, сахарный диабет. Это является противопоказанием. Какие противопоказания, скажите, пожалуйста, нам как главный терапевт, существуют для того, чтобы можно делать прививку или нет? Пожалуйста. Алла Леонидовна, вы знаете, вы поднимаете настолько актуальную тему, если честно, вот этим вопросом, потому что вот мы медики, и кто работает в ковидных госпиталях, и кто работает вне ковидных госпиталей, мы постоянно, ежедневно на протяжении 2020 и вот половины уже 2021 года мы слышим этот вопрос. И вы знаете, почему-то наше население воспринимает любое хроническое заболевание как какое-то противопоказание к вакцинации. На самом деле это является показанием к вакцинации. Показанием. Любое хроническое заболевание может обостриться при триггерном воздействии коронавирусной инфекции. То есть любая инфекция – это как пусковой рычаг, пусковой механизм для того, чтобы запустить обострение хронического заболевания. Но мы прекрасно понимаем, что хронические заболевания могут протекать в период, иметь фазу обострения. Вот тут нужно поостеречься, в том числе и с вакцинацией. Если же хроническое заболевание имеет фазу стихающего обострения или ремиссии, то нужно принять решение обязательно вакцинировать человека. Я вам немножко помогу сейчас, опять переходя на язык понятный, например, для меня. Да? То есть, если есть хроническое заболевание, и оно ведь не сегодня появилось, оно достаточно много лет, возможно, да, уже. Да. Вот у меня есть прописанное лечение. И я пью таблетки, которые мне выписали. Я знаю, что у меня есть все необходимые препараты. И если у меня нет активизации этой болезни, я иду и прививаюсь. Или если у меня была сильная проблема, например, с сердцем, да, или с тахикардией, и вот в течение месяца я жду до прививки, пока все не стабилизируется. Но если я в своем хроническом состоянии спокойно со своими таблетками живу, и у меня нет активизации, да, болезни, я обязательно должна привиться. Потому что в этом случае противопоказания вымышленные становятся показанием. Потому что главное, от чего уберегает прививка и вакцина, это как раз от обострения и от тяжелого течения именно этой болезни, которая у меня есть. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому мы прекрасно понимаем, что такое обострение бронхита. Когда усиливается кашель, повышается температура. Мы знаем, что такое обострение сахарного диабета, когда действительно идет рост сахаров, независимо от того, что мы принимаем назначенную нам базисную терапию. Да. То есть при наличии обострения, да. Если у нас мы пережидаем, стабилизируем обострение и идем спокойно, на прививку. Мы идем на прививку. Если у нас возникают сомнения, какое у нас сейчас состояние, стабильное или все-таки идет обострение, мы идем к своему доктору обязательно и задаем этот вопрос. И доктор помогает нам определиться. И здесь я бы хотела зафиксировать, как я для себя понимаю, 4 противопоказания, которые существуют. Первое – это дети до 18 лет сегодня у нас не прививаются. Второе – это
гиперчувствительность к компонентам, да, и к вакцине. Третье – это серьезные аллергические реакции. И любой даже ваш врач участковый, когда будет листать вашу карту, он увидит, были ли у вас отеки Квинки или другие, да, аллергические реакции на те или иные препараты. И четвертое, что было, да, это противопоказано было беременным женщинам. Но сегодня, с 25 июня, да, 2021 года, разрешено и беременным женщинам прививаться спутником ВИ. Таким образом, остается только 3 причины и 3 противопоказания. Так? Но я немножко добавлю здесь. Вы абсолютно верно говорите. Во-первых, например, пфайзерская вакцина в Америке, она разрешима прививаться и использоваться и у детей с 12 лет. Поэтому я думаю, что и к нам скоро подобные моменты придут, и тот же самый спутник ВИ будет апробирован и у детей. Почему пока с 18 лет? Потому что исследования не проводились на детской популяции. Вот единственное. Но мы знаем страны, которые уже к этому переходят. Да, мы знаем, что в Израиле, который очень хорошую ситуацию по стабильности показывает. Сейчас они рассматривают вариант вакцинации детей, да, из 12 лет, понимая, что и они идут. Ну, то есть у нас пока мы детей не прививаем. Миф о том, что беременным женщинам прививаться нельзя, мы тоже отметаем. И понимаем, что он безвреден, да, наоборот, защитит женщину, да, в положении от каких-то хронических заболеваний и убережет ее в этот важный для нее период времени. И, конечно, важно это аллергические реакции, гиперчувствительность. Вот если можно про аллергическую реакцию, то есть здесь тоже аллергия рознь. Если была аллергия на какие-то компоненты вакцины и, может быть, перекрестная аллергическая реакция на компоненты вакцины COVID-19, то здесь да, на лекарственные препараты инъекционные тоже да. Но если аллергическая реакция идет на укусы насекомых у пациента или, условно говоря, контактный дерматит на воздействие каких-то лакокрасочных изделий и так далее, то данная аллергическая реакция здесь не учитывается. И такие пациенты должны быть также вакцинированы наряду с людьми, у которых нет никакой аллергической реакции. Спасибо большое. Вопросы? Да, пожалуйста. Уже начали поступать вопросы по поводу как раз той темы, которую вы уже осветили. Шутеева Тамара Петровна спрашивает, в июне 2020 года она переболела коронавирусом. В этом году, в июне, она сдала тест на антитела. Результат у нее положительный. Должна ли она вакцинироваться с таким количеством антител? И если не вакцинироваться, имеет ли право работодатель отстранить ее от работы? Ну вот насчет вакцинирования, да, Владимир Геннадьевич, наверное, да? Вопрос к вам. Я постараюсь ответить. Ну, говоря, наверное, может быть, кратко ответить на вопрос нашего гражданина республики. Переболев в прошлом году, соответственно, мы все прекрасно понимаем, что и титр антител как качественно, так и количественно снижается, и он уже защиты никакой не обеспечивает этот уровень. Соответственно, вакцинироваться нужно обязательно. И вот тоже вопрос по поводу антител. Вот как я понимаю, когда мы сдаем на антитела, это же в общем антитела на вирусную инфекцию. Мы же не получаем ответ именно на ковид или именно на ту инфекцию. Это в принципе на присутствие антител, да, на инфекционное заболевание, так? Совершенно верно. Таким образом еще минимизируем, да, для себя и фиксируем, что прививаться обязательно, независимо от наличия антител, которые есть сегодня у человека. Что касается вопросов с работодателем. У нас, и вчера об этом озвучил президент страны, добровольная вакцинация. Еще раз на этом сделаем акцент. У нас достаточно много в регионах, которые ввели обязательную вакцинацию для определенной категории лиц. Этот закон, как вчера объяснил президент, он ведь не сейчас возник. Это еще с 1998 года он действует в нашей стране, когда в каждом регионе главный санитарный врач дает рекомендации и принимает профессионально взвешенное решение об обязательной вакцинации тех или иных лиц. Соответственно, вот хотела бы спросить, Вера Михайловна, вас, да, с нами сегодня заместитель Надежда Феофановна Луговской, главач Вера Михайловна, она сегодня исполняет обязанности руководителя управления Роспотребнадзора. Вера Михайловна, вот прокомментируйте, пожалуйста.
день, жители республики, участники данного мероприятия. Да, действительно, на сегодняшний день в 10 регионах у нас введена обязательная вакцинация для определенных категорий граждан. Это прежде всего граждане из группы риска. Это те граждане, которые работают в сфере услуг, в общепите, в торговле, в учреждениях образования, медицины, социальных учреждениях, культуры, спорта, в жилищно-коммунальном хозяйстве. И такое решение принимается главными государственными санитарными врачами субъектов, исходя из эпидемиологической ситуации. В этих регионах заболеваемость резко возросла в разы. И чтобы сдержать распространение инфекции, чтобы снизить уровни заболеваемости и смертности среди населения, и принимается такое решение. Почему именно эти граждане, принято решение о вакцинации именно этих граждан? Это те люди, которые каждый день общаются, оказывают услуги населению. И вот они подвергаются наибольшему риску заражения. И не только они общаются с населением, они же приходят еще домой, они заражаются, сами приходят домой и заражают своих родных и близких. И чтобы как-то остановить этот процесс, и принимается такое решение об обязательной вакцинации. В нашей республике такое решение еще не принято, но заболеваемость нас настораживает, заболеваемость растет. Каждую неделю уровень заболеваемости у нас увеличивается. Да, но мы это не все сразу. Да, вопрос вот звучал простой. Вот работодатель не пускает на работу и говорит, ты провакцинируйся. Что может быть основанием? Житель говорит, слушайте, мне нельзя, у меня противопоказания. Куда он должен пойти, какую справку принести своему работодателю о том, что он не может делать прививку? Справку у нас выдают медицинские организации. Врач, только врач определяет, имеется ли у данного человека противопоказания или не имеется. Перед работодателем поставлена задача привить не менее 60% работников в той организации, в которой они работают. И, конечно, там не прививаются те, которые недавно переболели, у них есть запас времени, и те, у кого имеются противопоказания, о которых мы сегодня говорили. И, конечно, на это время работодатель может перевести работника на другой вид работы, на дистанционный формат работы, если выполнение его работы связано с риском, как для него, так и для окружающих. Поэтому это работодатель сам принимает решение. И вправе каждого работника согласиться с этим или не согласиться. Спасибо большое, Вера Михайловна. У нас сегодня здесь все редактора главные, да, коллеги. Я бы просила вас задавать вопросы, чтобы у нас проходило все-таки в режиме диалога. Старт мы уже дали, да, прямой линии, постарались. Пожалуйста, Лариса Алексеевна, Екатерина Анатольевна, ваши вопросы. Лариса Алексеевна. Главный редактор газеты «Чебоксарские новости». Пожалуйста, Лариса Алексеевна Буланкина. Мы еще подготовили несколько вопросов. Корреспондент наш скажет. У меня такой вопрос. В интернете гуляют страшилки по поводу нехороших последствий от вакцинации. И ноги отказывают, и сердце останавливается, и тромбы там все закрывает. Вот у нас уже достаточно много привитых. Скажите, пожалуйста, по вашей практике, какие могут быть? Вот просто людям объяснить, что, ребят, температура 1-2 дня может держаться. Не дергайтесь. Вот у меня вчера сотрудница сделала прививку, у нее 39 температура, но к утру все спало. Чего не бояться людям? И какие все-таки, вот если вы скажете, что вообще ничего не бывает, я вам не поверю. То есть какие симптомы, на какой срок возможен это? Вот у нас есть с нами Лидия Владимировна Веденеева, это наш главный врач второй городской больницы. Вы... Пожалуйста, Лидия Владимировна. Спасибо за возможность дать ответ на этот вопрос. Он действительно животрепещущий. Мы говорили сегодня о том, что будем общаться на простом человеческом языке, поэтому позвольте, я расскажу только о том, что лично видела и слышала. Вторая городская больница, которую я возглавляю, имеет прикрепленное население более 50 тысяч взрослых, которые подлежат вакцинации. На сегодняшнее утро мы сделали почти 6,5 тысяч доз прививок. И я вам хочу сказать, что ни одного
супер отрицательного последствия, а по-русски скажу, все живы. Все, кого мы привили, на сегодняшний день живы все. Когда мы выполняем вакцинацию, мы предупреждаем тех, кто пришел на эту процедуру, о том, что мы ждем каких-то реакций. Чего мы ждем? То, что прописано в наших инструкциях. И каждый получает памятку, где четко и детально написано, что у вас может быть температура. Причем это не сутки, это 1-3 дня. И мы говорим, что это нормально, когда в течение 3 дней у нас сохраняются какие-то вот остро, или, как сказал наш министр, гриппозоподобные реакции. Есть у пациентов, они отмечают, чувство ломоты, чувство выворачивания, чувство, что человек как-то хочет как будто бы заболеть. Часть наших пациентов, как истинные европейцы, говорят о повышенной сонливости. Вот, например, вчера у нас была пациентка, которая говорит, впервые в эту жару спала нормально. Как хорошо, что вы сделали мне прививку. Я говорю, если мы весной называли эту прививку прививкой бодрости, когда мы начали активно вакцинировать, люди получили уверенность в этой жизни, ушло чувство страха и появились силы делать свои обычные дела. То сегодня, вот как вот буквально наша конкретная вчерашняя пациентка, прививка, от которой можно выспаться, да, повышенная сонливость в позитивном ключе воспринимается. Если говорить о каких-то серьезных истинных осложнениях, вот из 6500 доз по второй городской больнице ни одной такой реакции не зафиксировано. И я хочу заверить наших слушателей, что каждый медицинский работник сегодня научен работать с поствакцинальными осложнениями. Мы настраиваем наших докторов, которые прививают, и пациентов внимательно относиться к своему здоровью и о поствакцинальных осложнениях действительно врачу своему сообщать. Вот в случаях, в которых вы говорили, что там чего, сердце остановилось, нога потерялась, вот такого не видели. У всех, кто привился, все на местах на сегодняшнее утро. Часть, я уж пока микрофон у меня в руках, Алла Леонидовна. Вот часто говорят, что медики против. Я врач, мои родственники врачи, мой врачебный коллектив, врачи, это более 200 сотрудников. Более 80% врачей Чувашской Республики привиты. Мы сделали этот выбор в пользу своего здоровья, в пользу здоровья наших близких, в пользу безопасности наших родителей. Поэтому, граждане Чувашской Республики, достоверные источники информации, лечащие врачи, наши информационные ресурсы, заполнены сегодня информацией о вакцинации. Обращайтесь к нам. Мы ответим на любые ваши вопросы. Горячие линии работают, прямые телефоны работают, участковые врачи работают. Мы ждем всех. Спасибо. Спасибо большое, Лидия Владимировна. Алла Леонидовна, а можно я еще добавлю буквально? Вот сейчас сказали о том, что нет каких-то сложных побочных эффектов, но я действительно слышала в отношении тромбозов. И вот по поводу тромбозов хочу привести как научный работник, не только как терапевт, а как научный работник, результаты исследований, мировых исследований, которые уже озвучены и были проведены. Так вот, если среди заболевших ковидом наблюдается на 1 миллион заболевших 10 случаев тяжелых тромбозов и тромбоэмболии, то среди пациентов вакцинированных 0,1. То есть вот такая разница вот возможности тромбозов, она крайне показательна. Поэтому, если честно, говорить про то, что на фоне прививки может быть острый инфаркт миокарда, там тромбоз, тромбоэмболия, да, каких-то сосудов внутренних, на сегодняшний день это абсолютно необоснованно и даже где-то глупо. И вот эти страшилки, они идут чисто на уровне бабушки, сидящей на скамейке, и не более того. Ни один врач, тем более в Чувашской Республике, когда есть согласованность действий, когда есть конкретно следование, условно говоря, той литературе, тем клиническим рекомендациям, которым у нас прописывает Минздрав Российской Федерации. Когда мы все это разбираем и, безусловно, регулярно объясняем нашим докторам. То есть на сегодняшний день нет такого осложнения, которое бы действительно привлекло к себе внимание, как тяжелое, сложное осложнение. Поэтому я думаю, что нашему населению нужно не просто довериться врачам и не просто поверить в эффективность прививки, но поверить и в необходимость ревакцинации. Ведь сейчас Всемирная организация здравоохранения четко сказала,
Есть понятие рутинная вакцинация и есть понятие экстренная вакцинация. Мы сейчас живем в сложный период пандемии. Вот когда идет наплыв и увеличение количества, появление мутированных штаммов, то в этой ситуации мы должны прибегать к экстренной вакцинации. И она проводится независимо от количества антител у человека. Она проводится в обязательном порядке раз в 6 месяцев. 6 месяцев прошло, прививаемся. 6 месяцев прошло, ревакцинируемся. Вот когда у нас создастся прослойка, о которой Алла Леонидовна сказала, 60%, то есть это невосприимчивые люди, которые позволят нам вот эту вот подушку безопасности создать и просто разрушить возможность заражения, такого каскадного, безудержного заражения. Вот в этой ситуации мы переведем на плановую вакцинацию. И она будет уже проводиться каждому из нас раз в год. А те вакцины, которые сейчас есть, они позволяют абсолютно спокойно, без последствий это делать. И вот сейчас появилась еще и 4-я вакцина 25 июня. Спутник Лайт, он уже утвержден и вошел в поле своей правовой деятельности, правовых возможностей. Он тоже скоро у нас появится. Эта вакцина позволит нам спокойно с помощью одной вакцинации поддерживать хороший титр антител защитных и не заболевать. Ну, в перспективе это станет просто нормой жизни. Так? Что раз в год мы будем вакцинироваться, так? Я правильно понимаю, да. Алла Леонидовна, поступает очень много вопросов, и я их, в принципе, сгруппировала как раз по поводу поступления вакцин, о видах вакцин, и очень многие, в частности, Петров Анатолий Валентинович тоже спрашивает, поступит ли вакцина Ковивак в республику. Ждем с нетерпением. И в каком количестве поступит? Ковивак. Значит, по поводу вакцины Ковивак, она уже у нас поступает уже буквально в течение месяца в республику. Правда, пока в гражданский оборот они идут в малых объемах, потому что вакцина Ковивак изготавливается и производится только в одном учреждении, федеральном учреждении Российской Федерации, поэтому объем на всю Россию они ограничены. Но вот в регулярном формате, малыми дозами, то есть эта вакцина поступает, она присутствует на территории нашей республики. Я еще позволила себе сгруппировать ряд вопросов. Кто, врач или пациент, может выбрать вакцину? Эпивак, Спутник Ви, Спутник Лайт, Ковивак? Или это все-таки прерогатива лечащего врача? Однозначно лечащий врач определяет, какой вакциной вакцинировать пациента. Только лечащий врач. Ждем поступления вопросов. Прямая линия продолжается. Спасибо. Но вот очень хорошо Лидия Владимировна сказала по поводу того, что врачи провакцинированы. И буквально недавно я сама ездила, вот как раз была в БСМП, и мы знаем, что да, наши БСМП одним из первых были переведены в красную зону, и врачи отработали. И я встречалась с заведующим отделением, который непосредственно работает в красной зоне, прошел через это. Вот первое, что он сказал, что провакцинировался и он сам, и весь коллектив. Ну, то есть какие еще нужны примеры и доказательства? И призвал на своем примере, рассказал, как он спасал жизни и молодых ребят. И ситуация с девушкой, когда на аппарате искусственной вентиляции легких и несколько дней, несколько суток ее просто вытаскивали для того, чтобы дать возможность остаться живой. И еще раз убедила. Вот с нами сегодня Орешников Евгений Витальевич, как раз заместитель главного врача по терапии БСМП. Евгений Витальевич, вот прокомментируйте вашу позицию ваших врачей. Вот что нужно сказать нашим сейчас жителям по поводу вакцинации? Я бы сказал следующее каждому человеку, что прежде всего, кроме добровольности, надо подумать и об ответственности. Об ответственности за свой круг общения, за своих друзей, за родных, за близких. Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда молодой человек, скажем так, юноша, неплохо, легко перенес на ногах заболевание, но при этом оказался передатчиком, заразил своих пожилых родственников. И у нас эти пожилые родственники оказываются, и, к сожалению, не всех мы можем спасти. И вот эта позиция, что я все равно легко перенесу, у меня будет не тяжело, зачем мне вакцинироваться? Да ответственность проявить, спасти родных, спасти пожилых, не дать умереть бабушкам и дедушкам, родителям, тетям. К сожалению, почти у каждого врача есть примеры, когда его
скажем так, молодой, несознательный родственник оказался переносчиком, принес болезнь пожилому человеку, который хранил себя, который соблюдал ограничения в течение года, полутора, и потом заболел. Из-за того, что при наличии вакцины люди оказались недостаточно ответственными. Вот говорить прежде всего не об ответственности. Тот, кто говорит о добровольности, должен думать об ответственности своей за своих близких. Это очень важно. Спасибо. Вопрос. Пропущенный телефонный звонок, я думаю, может быть, Конечно. зритель наш сейчас перезвонит. Еще есть группа вопросов по поводу вакцинации именно людей с хроническими заболеваниями. Какие вакцины при какой группе заболеваний прежде всего показаны? Если можно, я отвечу на этот вопрос. Ну, во-первых, конечно, очень большой пласт нашего населения имеет все-таки сахарный диабет. Сложное заболевание с микро- и макроангиопатиями. То есть, что это такое в простонародье? Это поражение сосудов, мелких и крупных сосудов. Так вот, бытовало достаточно долго мнение, что этих пациентов вообще не нужно вакцинировать. На сегодняшний день все расставили на свои места. Во-первых, главный эндокринолог Минздрава Российской Федерации четко сказал, что вакцинировать сахарный диабет – это как раз то заболевание, которое вакцинироваться должно быть в первую очередь, учитывая, что действительно тяжелый ковид нанесет непоправимый урон и, безусловно, будет протекать значительно тяжелее, если фоном является сахарный диабет. И как раз такие пациенты очень часто и заканчивают летальным исходом заболевания ковидом. Поэтому все они должны вакцинироваться. И на сегодняшний день и Всемирная организация здравоохранения признала, и Минздрав Российской Федерации, и все наше сообщество врачебное, что спутник Ви является лидирующей вакциной, которая должна быть использована у пациентов с сахарным диабетом. Дальше, что касается онкологических пациентов. Сложный тоже вопрос. Очень долго он дискутировался. Очень долго вот такое мировое сообщество онкологов думало, можно ли прививать онкологических пациентов. На сегодняшний день тоже все расставлено по своим местам. Нужно. За исключением только тех пациентов не нужно или опасаться делать вакцину только тем, которые находятся на тяжелых химиотерапевтических препаратах и, опять же, по согласованию с лечащим врачом. По-строгому. Остальные пациенты получают вакцину. Причем и спутник Ви, и Эпивак Корона, и Ковивак в равных концентрациях. Причем у онкологов даже бытует такая фраза расхожая, что твоя вакцина – это та вакцина, которая есть на сегодняшний день в прививочном кабинете. Это твоя вакцина. То есть важно вовремя привиться. Вот я тоже хотела бы все-таки на этом сделать акцент. Надо прививаться той вакциной, которая есть в наличии. Да? Все вакцины хорошие. Не надо придумывать себе поводы и ждать, когда придет следующая вакцина, когда будет разработана и сертифицирована еще какая-то вакцина. То есть не надо ждать здесь сейчас. Встали и надо прямо сейчас прививаться и не ждать. Не надо гадать. Все вакцины дают хороший процент и защищенности. Они все эффективны. Все вакцины безопасны, они все проверены. И как раз они и проверялись-то в большинстве своем на пациентах коморбидных. И опять же вопрос по пациентам 60+. То же самое. Вначале были определенные сомнения, на сегодняшний день абсолютно сомнений нет, что пожилой пациент должен быть привит. И опять же все три вакцины в этой ситуации являются адекватными, безопасными, эффективными. Вопрос. Сейчас все больше поступает вопросов по поводу ревакцинации. То есть, когда человек уже получил прививку, и он готов получить очередную порцию защиты для того, чтобы поддерживать свой иммунитет на высоте. Медянсков Владимир Сергеевич спрашивает. Привился спутником Ви в феврале. Подходит рекомендованный Минздравом срок ревакцинации. Расскажите о порядке прохождения ревакцинации, от особенностей записи до препарата и количества прививок. Можно ли после спутника ревакцинироваться Ковиваком? Лидия Владимировна, вот эти вопросы же вам задают. Вот вы прокомментируйте, пожалуйста. Вот к вам приходят. Спасибо за вопрос.
очень тонко и грамотно, я хочу сказать, наш слушатель его поставил, потому что, готовясь к этой пресс-конференции, мы с коллегами из научного мира уже обсуждали его. И я вам хочу сказать, что это действительно будет очень интересно, когда после того, как он закончил вакцинацию спутником, сейчас, по истечению полугодового периода, он сделает ревакцинацию каким-то другим препаратом. Тем самым мы расширим коридоры защиты. Тем самым мы дадим возможность организму более адекватно ответить на атаку тех новых штаммов, которые сегодня пришли в Российскую Федерацию. Поэтому действительно можно прививаться и ревакцинироваться разными вакцинами. Спасибо большое, Лидия Владимировна. Пожалуйста. Пока ждем поступления вопросов, может быть, затронут тему по введению ограничений с сегодняшнего дня. Ну, вы знаете, кстати. я бы, мы сейчас к этому вернемся, но я бы хотела со своей стороны задать вопрос. Вот здесь Александр Борисович, который, я знаю, провакцинировался. И сделал это быстро. И вот у нас вопрос к вам. Александр Борисович, вы не жалеете, что провакцинировались? Как у вас прошло? Какие ощущения? Нет, у меня вообще прошло без всяких проблем. Я не заметил, что я вакцинировался. И вообще я хочу сказать, что я являюсь вакциноэкстремистом. То есть считаю, что вопросы надо ставить более жестко. Если люди не хотят вакцинироваться, ради бога, дело добровольное, но они не должны подвергать риску других, родственников, коллег на работе и так далее. Но сейчас, поскольку сложилась вот эта скажем так, враждебная стена из различных фейков, мифов, кто только чего не говорит, кто только ничего не пишет, и заявление о том, что у нас нет ни одного факта какого-то негативного последствия после вакцины, они почему-то не встречают понимания. А вот слухи о том, что кто-то скончался при виде шприца с вакциной, это пожалуйста. Поэтому тут, мне кажется, очень много зависит именно от элиты, от руководителей министерств и ведомств, ведущих чиновников, руководителей, в том числе и средств массовой информации. Я свой портретик в соцсетях поставил, что я вакцинировался. Спасибо. И советую всем это сделать. Но у меня есть вопрос. Алла Леонидовна, дорогая, вы какой-то особой вакциной, наверное, вакцинировали? Вы всегда без маски. Я представляю, какая будет реакция слушателей, у зрителей, которые будут писать, почему ваши коллеги в масках, а вы без? Конечно же, не особый, а самый что ни на есть спутником ВИ. Да. И коллеги в масках, они мне доверяют, знают, что я провакцинирована и не являюсь носителем, поэтому у нас с Владимиром Геннадьевичем договоренность. Если договоренность с Владимиром Геннадьевичем, тогда ладно. Но если вам достанется от телезрителей, от слушателей, мы не виноваты, это имейте в виду. Теперь у меня следующий вопрос. Значит, тут уже вопрос не как от журналиста, а как руководителя штаба общественного наблюдения за выборами. С некоторым недоумением услышал, что только всего около 25% членов избиркома вакцинировано. Да, и их будут снабжать одноразовыми халатами, будут давать различные антисептики. Но как говорить людям, идите на выборы, голосуйте, и не быть уверенным в том, что там сидят люди, которые, так сказать, свободны от заболеваний, я даже не представляю себе. Может быть, когда будут рассматриваться дальнейшие меры по ограничениям для членов избиркома, хотя бы ПЦР, чтобы у них был на руках. Но ПЦР будет у всех тоже обязательно. Спасибо большое. Мы, конечно, этот вопрос поднимем и дальше его проработаем. Но сегодня мы точно для себя зафиксировали, что любые совещания, любые мероприятия, которые связаны с большим количеством людей, обязательно справка ПЦР. И опять же, это или госуслуги, что вы привиты, да, и ПЦР, хотя мы тоже как один из аргументов называем. Вот сейчас ситуация усложняется так, что на все мероприятия нужно будет сдавать. ПЦР платный. И чем больше будет мероприятий, тем чаще нам всем придется ходить и платить. И сегодня любой работодатель тоже имеет полное право, чтобы обезопасить весь коллектив, попросить приносить каждый понедельник, собственно, справку ПЦР. Если хотите вакцинироваться, а вакцина, она бесплатна.
Вот, поэтому, конечно, есть справки ПЦР, я думаю, да, мы это точно просмотрим. Спасибо за вопрос. Да, и маленькое дополнение уже в качестве пожелания. Вот совершенно правильно вы говорили о том, что надо разговаривать с людьми на понятном языке. Информации у нас очень много, но у нас информации недостаточно конкретная. То есть мы ссылаемся на опыт Всемирной организации здравоохранения, а я хотел бы знать, что вот во второй городской больнице, значит, сколько провакцинировалось за день, есть ли у них какие-то вот побочные явления. И вот эти вот сводки все выкладывают на сайтах медицинских учреждений. И такой момент, волей судьбы, я вчера в связи с поездкой наших депутатов в Калининградскую область, я поинтересовался там ковидной ситуацией. Там ужас, конечно, по сравнению с Чувашией, по 180 случаев заболевания в день, хотя население чуть больше миллиона всего. Но там они дают статистику с разбивкой по группам населения. Сколько врачей заболело, сколько работников торговли, сколько преподавателей, даже есть там дети. Вот, может быть, нам тоже вот давать в таком виде более конкретную, да, и с разбивкой по муниципалитетам, это, мне кажется, немножко так подстегивает. Спасибо. Что скажете, Владимир Иванович? Александр Борисович, у нас разбивка по муниципалитетам, она есть, она в ежедневном формате, как говорится, нам предоставляется руководитель республики для мониторинга ежедневного и, соответственно, принятия всех необходимых мер. Вот. А что касаемо по профессиям и по гендерному принципу, ну, здесь, я думаю, возможно и вероятно, тут мы дадим задание, как говорится, медицинскому информационно-аналитическому центру, и такую информацию можно будет предоставлять. Самый главный вопрос стратегический. Кому это нужно и для чего? Вот здесь другой вопрос. Ну, для людей, чтобы видно было. Это ведь те самые наглядные примеры. То есть я думаю, да, Александр Борисович, вы имеете в виду, что одно дело где-то далеко. Да. А вот здесь, вот сколько работники торговли увидят, сколько заболело именно работников торговли, журналисты, да, сколько журналистов. И вот если, почему сегодня, например, мы спросили вас, вы рассказали, что вы провакцинировались, да, что это прошло легко. Мне кажется, даже среди нас есть некоторые журналисты, которые прислушаются и избавятся от каких-то страхов по поводу вакцинации. Не так ли, Владимир Львович? Я хочу теперь тоже микрофон. Пожалуйста. Да. Нажать надо. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Владимир Львович. Главный редактор газеты «Советская Чувашия». Не нажато, да? Все. Большое спасибо, что главредов пригласили, и журналистов, и такое сообщество. Активно с медиками мы обсуждаем. Я поддерживаю Александра Борисовича, самого демократичного нашего журналиста в Чувашии, за то, что вот мне вот экстремизм в плане вакцинации, вот я тоже за экстремизм. Но понятно, что нужно рассуждать, обсуждать и не создавать здесь какого-то вокруг... Вот мы с Лидией Владимировной тоже общались в начале этой недели против какого-то культа вообще насчет прививки. Прививка – это обычный медицинский процесс. Раз. Мы же с вами чем сейчас занимаемся? Нужно понимать, что у нас культура прививочная вообще пропала, не связанная даже с вакцинацией против ковида. И мы с вами сейчас создаем, я думаю, что дай бог, что у нас и по гриппу какой-то будет рост, да, с пониманием того, что... Кстати, вот тут вопрос сейчас только мелькнул у меня в голове. А как у нас вот есть ряд людей, которые не делают прививки, потому что понимают, что прививку по гриппу делали осенью. И вот первый вопрос. Будет ли прививка от ковида замещать против гриппа? И, может быть, действительно стоит ждать осени, как эти люди говорят, да? Вот такой вопрос. И пожеланиям таким действительно... Это благодаря Лидии Владимировне, которая очень так спокойно, рассудительно и в то же время на очень доступном языке рассказывает. Вот я призываю своих коллег действительно не с Лидией Владимировной, а вот с медиками на таком языке делать интервью, прислушивается. У меня мама, которая там условно на прошлой неделе мы даже так повздорили в плане того, что я призываю, она говорит не надо. Владимир Ильич, вы согласилась. Я после Дня Республики, я иду во вторую больницу. Спасибо. К Лидии Владимировне. Ну, да. То есть вы приняли решение? Я не то, что принял. Хорошо. У меня вот уже за мной 5-6 человек. Я как раз рассказывала Нина Леонидовна, которая у нас заведующая Республиканским центром семейной вакцинации городской детской клинической больницы Минздрава, врач-аллерголог, иммунолог. Вот, Нина Леонидовна, прокомментируйте, пожалуйста.
Да, добрый день. И слушатели, и сообщество, уважаемое. Я хочу сразу ответить на ваш вопрос, что, конечно же, вакцинация против гриппа не будет заменять вакцинацию против новой ковидной инфекции. Как уже Лариса Владимировна сказала, что на сегодня мы находимся в таком периоде, когда нам необходима именно экстренная профилактика против ковидной инфекции. И у каждого будет свой отчет. Отчет от того дня, когда он закончил полностью вакцинацию или когда был выписан из больницы. То есть ему требуется получить или вакцинацию, или ревакцинацию, как мы говорим, бустер, через 6 месяцев. Вот. А вакцинацию против гриппа мы получаем все практически в один сезон, одномоментно. Это, конечно, начало осеннего периода. Последний год это даже было чуть пораньше. То есть нам только нужно помнить вот о чем. Нужно так построить свой план, свой профилактический план, чтобы на сегодня пока нет допуска к такому мероприятию, чтобы 2 вакцины сделать в один день. То есть мы должны все еще и в связи с этим пораньше закончить вакцинацию против новой ковидной инфекции, чтобы приступить к осеннему вот этому мероприятию, ежегодной вакцинации против гриппа. Напомнить хочу еще и о том, что сегодня уже прозвучало это, как важно закончить вакцинацию против новой ковидной инфекции одномоментно в этот сезон, чтобы действительно получить эту самую иммунную прослойку 60%, чтобы она действительно оказала свой эффект. Если мы растянем вот эту вакцинацию очень на длительный период, то мы не получим такой эффект, который ждем. И хотела бы еще добавить вот о чем. Многие сейчас еще нас спрашивают и на приемах, и задают вопросы о том, что прививок только 3, а штаммов сегодня различных очень много, мутантов. Хотелось бы развеять такой миф, когда вирус действительно мутирует, в основном все мутации, они все-таки точечные, то есть они маленькие и касаются в основном этого S-белка. Но все наши вакцины, которые мы сегодня используем, построены как раз таким образом, чтобы выработать полноценный иммунитет к этому белку, к спайковому белку прежде всего. Это дает предупреждение самого процесса инфицирования, и это очень важно. То есть, как бы вирус не мутировал, он не сможет изменить так свой спайковый белок, чтобы он не смог пробраться в клетку и заразить ее. То есть это очень хорошо, что все наши вакцины дают хорошую защиту против этого самого спайкового белка. То есть ожидаем, что они будут работать против очень и очень многих штаммов, которые на сегодня есть. Вот это я бы хотела тоже сказать. И все-таки вернувшись к первому вопросу, скорее всего, многие слушатели спрашивают о том, что они имеют именно, как им кажется, защитные титры иммуноглобулинов против ковидной инфекции. Но на самом деле такая проблема на сегодня, что очень много различных таких тестовых систем, которые, может быть, не все стандартизированы. А люди приносят эти результаты анализов и показывают нам. На самом деле так и было. Недавно мы это учитывали, совсем недавно. Но так как изучение этой новой ковидной инфекции продвигается очень быстро, очень много данных, очень много исследований в этом направлении, на сегодня предложено отказаться от учета этого самого титра иммуноглобулинов. То есть независимо от того, какой у вас уровень иммуноглобулинов именно против ковидной инфекции, необходимо придерживаться сегодня этого временного промежутка 6 месяцев от вакцинации законченной или после перенесенного заболевания. Спасибо большое. Вопрос, видимо, о доступности вакцинации. Задает Ирина Прокопьева, Новочебоксарск. Маме 84 года. Она ветеран труда. Выходит из дома только в магазин и аптеку. В пункт вакцинации ей добраться проблематично. Есть ли возможность вакцинировать пожилых людей на дому? Они согласны даже платно пройти вакцинацию на дому. Всем нашим жителям еще раз хочется сказать, что сегодня медицинские организации делают все, чтобы вакцинация была доступна каждому нашему гражданину.
Зона пожилых, как мы уже говорили, а пожилые, как правило, живут с рядом хронических заболеваний. Это наша приоритетная группа. И такие пациенты, конечно, вакцинируются на дому. Эта процедура, я хочу обратить внимание, проводится абсолютно бесплатно. Что нужно сделать? Нужно записать своего пожилого родственника на вакцинацию на дому. Один телефонный звонок своему участковому врачу, и вы будете знать четкую дату вакцинации. Прививочная бригада придет домой и сделает вакцину дома. Владимир Геннадьевич, у нас вот прививочных бригад сколько по республике? На сегодня у нас работает 51 мобильная бригада, но с возможностью развертывания у каждого учреждения в зависимости от количества желающих вакцинироваться, непосредственно вот выездная форма, да, вакцинирования, то есть это количество бригад может быть увеличено. Спасибо. У нас с сегодняшнего дня указ. Наверное, вопросы тоже экономики возникают? Пока нет. Есть вопросы по поводу вакцинации в сообществе студентов-иностранцев. Какая профилактика среди них идет, вакцинируют ли их, и часто их видят чебоксарцы в транспорте без масок? Владимир Геннадьевич, по иностранцам у нас по вакцинации, по студентам, она уже обязательна и... На сегодняшний день со всеми нормативными, значит, документами Российской Федерации вакцинации подлежат граждане Российской Федерации. После 15 июля, значит, предварительным данным, возможен выход нормативный документ, который будет регламентировать, каким образом вакцинировать иностранцев, находящихся на территории Российской Федерации. Только после этого этот процесс будет возможен. Но мне бы хотелось, так у нас время уже заканчивается, и я думаю, тему вакцинации мы обсудили достаточно широко. У меня все-таки вопрос, у нас с нами заместитель министра экономики Спирин Денис Вадимович. Много вопросов по экономике звучит во время оперативного штаба. Если сейчас вы их не задали, но тем не менее это очень актуально. Сегодня у нас в силу вступило изменение в указ главы по поводу антиковидных зон, по поводу работы предприятия «Общепит». Прокомментируйте, пожалуйста, что у нас начинается. И экономика – это очень важная составляющая, да, кто... Да, Алла Леонидовна, коллеги, хочу сказать, что вступили новые поправки. Эти поправки в первую очередь нацелены на то, чтобы создать новые ковид-фри зоны в сфере общественного питания. Практика других регионов показала, что это весьма плодотворная и популярная мера. Мы выбрали примерно такой же путь. На сегодня мы сделали ту поправку, которая именно формирует тот запас в сфере общественного питания, заведений, которые смогут работать в случае каких-то обострений. Потому что мы помним, да, на прошлый год наступил локдаун, все закрылось. Да, мы подготовили предпринимательское сообщество к тому, чтобы они готовились к таким ситуациям. На сегодня, провакцинировав 100% свой коллектив, они смогут, вне зависимости от ситуации, принимать также вакцинированных клиентов своих заведений. Со скольки до скольки с сегодняшнего дня не работает общепит? Общепит сегодня будет ограничен с часу ночи до 6, и ограничение по посадке 75. В ковид-фри зонах этих ограничений не будет. Ковид-фри зона при вакцинации сотрудников? Да, это получается 100%. Свободная зона. Да, я еще раз на этом фиксирую. То есть это с сегодняшнего дня. Ночью у нас рестораны, кафе, ночные клубы не работают. И дискотеки. Да, и только свободная фри-зона, да? Да, где 100% провакцинированы. Да, они будут работать вне ограничений. Еще хотел дать информацию по статистике, о которой сегодня все говорят. Средняя статистика по именно сфере потребительского рынка – это общественное питание, обслуживание населения. Средняя статистика – это 22-23%, за исключением каких-то вот районов, которые где-то запаздывают.
В основном, и эта статистика, я бы сказал, очень маленькая, недостоверная, потому что имеется спутник Ви, это 2 вакцины. Мы учитываем только со второй прививкой, то бишь в массе они уже привиты первой частью, то бишь в ближайшие 2-3 недели статистика резко возрастет, и мы будем видеть статистику порядка 40-50% в потребрынке, и к осени уже дойдем до 60%. Хорошо, спасибо. Коллеги, есть ли вопросы? Да, пожалуйста. Вот как раз по поводу антиковидных зон в кафе. Туда будут пускать либо с ПЦР-тестом, либо с сертификатом о вакцинации. А вот что делать тем, кто недавно переболел? Им врачи пока не рекомендуют ставить вакцину. Вот им как, им не посещать пока? Спасибо. Глядите, там трактовка однозначная. Там нет наблюдателей, которые будут проверять. Там владелец кафе проверяет. И у него есть всего 2 документа. Это ПЦР-тест и сертификат о прививке. Иного не дано. То бишь, если вы хотите провести мероприятие, позвали 20 друзей, все ваши 20 друзей должны сделать ПЦР-тест. А если он отрицательный, то вы все вместе в этом заведении проводите время. На этой позитивной ноте я бы еще хотела обратить внимание на что? Уже как министр образования. Сейчас у нас с вами дети в наших лагерях. У нас приняты все меры для того, чтобы обеспечить безопасность наших детей. Еженедельно, Владимир Геннадьевич, у нас тестируются все работники, кто в лагерях. Мы ввели ограничения для родителей, но мы видим, что в выходные дни родители хотят к детям, пытаются нарушить правила, которые мы установили, передать им что-то вкусненькое и так далее. Обращаюсь к родителям. Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы летний сезон для наших детей был наполнен эмоциями и здоровым отдыхом. Для этого необходимо соблюдать меры безопасности. Давайте наберемся терпения, будем выполнять все необходимые меры. И мы тоже со своей стороны на эту неделю и на следующие запланировали совместно и с Роспотребнадзором, и с Минздравом еще раз проверку, как это все соблюдается. Прошу вас всех объединиться для того, чтобы не провоцировать ситуацию и не создавать сложности для организации детского отдыха. Алла Леонидовна, еще 26 минут прямой линии и очень много вопросов. Вот очень злободневный, пожалуй. С трудом уговорил 8 соседей и знакомых сделать прививку. На сайте Минздрава Чувашии в новости от 28 июня на сайте газеты «Грани» прочел новость. Прочитал про мобильный пункт вакцинации на рынке Новочебоксарске по Винокурова 64 с 9 до 13 часов. Пришли в 11 часов. В итоге никакого пункта вакцинации и не было, никто не приехал. Продавцы на рынке подтвердили, что автобуса не было. В итоге же я остался в дураках, что зря побеспокоил и потратил без толку время и людей. Больше никто не придет вакцинироваться. Спасибо за такую подставу. Кто прокомментирует? Коллеги. Денис Владимирович, Владимир Геннадьевич. Я думаю, здесь все, наверное, гораздо просто и банально. То есть информация по выезду мобильных комплексов и, самое главное, по локации этих комплексов, где они будут стоять, с какого периода времени будут стоять. Эту информацию нужно будет уточнять всегда на сайте медицинской организации, где вы обслуживаетесь, потому что эта информация меняется. На тот мобильный комплекс, который сегодня он стоит здесь, обслуживает население, завтра он меняет свою позицию, как говорится, и время обслуживания в другом месте, соответственно. И эта информация в ежедневном формате, она обновляется на сайте медицинской организации. И этой информацией жители могут спокойно воспользоваться и уже не делать каких-то необдуманных поступков. Да, можно еще комментарий? Да. У нас как раз вчера было совещание на платформе моего бизнеса, где были представлены торговые центры, которые также проявили инициативу для принятия на своих площадках прививочных этих мобильных групп. Мы с ними согласуем с Минздравом и обязательно дадим информацию, в какое время, в какие дни вы можете сделать вакцинацию именно поблизости торгового центра или в торговом центре
самым. И вот здесь опять возвращаюсь к предложению, которое сегодня звучало по поводу информации, кто провакцинировался в разрезе отраслей. Вот я считаю, нам тоже надо, да, Владимир Геннадьевич, на нашем основном портале, давайте возьмем на сайте Минздрава, Минэко, публиковать ежедневно, где пункты вакцинации в привязке к большим крупным предприятиям. Да, или к рынкам. Вот. Давайте мы синхронизируемся, потому что это очень важно и абсолютно справедливое замечание, когда пришли, да, провакцинироваться, подготовились, а пункта вакцинации нет. И замечание действительно правильное. Тогда давайте тоже, да, договоримся, что на ваших сайтах и в Инстаграм, на ваших страницах в соцсетях, и обращаюсь, уважаемые главные редактора, к вам, давайте вот продумаем формат. Мы с Владимиром Геннадьевичем информацию эту будем регулярно предоставлять, чтобы была доступность. Ее действительно не хватает. Я соглашусь с этим. Пожалуйста. Мой ребенок 12 лет переболел ковидом без особых осложнений. Какие меры реабилитации предусмотрены? И с какого возраста сейчас делают прививку от ковида? Владимир Геннадьевич. Начну со второго вопроса, что возраст вакцинации у нас 18 лет, как он был, пока на сегодняшний день так он и есть. Это раз. Значит, по поводу реабилитации. Ну, в данном случае, с учетом того, что это переболел несовершеннолетний, здесь нужно еще подробнее узнать, конечно, клиническую картину, в какой форме он перенес эту инфекцию, в легкой форме, либо в тяжелой форме. И в зависимости от клинических проявлений провести комплекс реабилитационных мероприятий. В частности, вот, в рамках после перенесенного заболевания органов дыхания. Это все решается с Участковый терапевт, он, оценив состояние ребенка, исходный его статус, определяет реабилитационную программу и проводит эту реабилитацию. Вопрос от жителей поселка Вурнары. Многие в Вурнарах хотят вакцинироваться, но нет возможности сдать перед этим тест на антитела. Просьба организовать в поселке возможность сдать тест на антитела, чтобы не приходилось ездить в Чебоксары. Но, опять-таки, вопрос повторяется. У нас уже сегодня звучало, и наши специалисты, мои коллеги, как бы отвечали на этот вопрос, что мы не ориентируемся на уровень антител. У нас есть сроки, которые касаемо непосредственно эпизода заболевания коронавирусной инфекцией, и через 6 месяцев после заболевания жители должны вакцинироваться. Еще один вопрос. Разве вакцинированный человек не является опасным для своих пожилых родственников в первое время после введения вакцины? И здесь, я думаю, тоже повторюсь с этой информацией, что любая вакцина, которая присутствует на территории Российской Федерации, она является инактивированной, то есть не живой. И, соответственно, при введении, как говорится, этой вакцины человеку, он не представляет себе опасность как инфекционный источник. А можно вопрос? Да. Чуть-чуть без микрофона, да, так получается. А как у нас Минздрав, как в Чувашии ведется, какой контроль ведется, да, для зрителей и читателей за тем, что действительно за каждым QR-кодом, да, стоит действительно прививка. Вот. Потому что из столицы приходят у нас новости о том, что действительно небрежно к этому относятся, нечестно. Вот как у нас в республике с этим обстоят дела? Ну, надо понимать, во-первых, сама вакцина, то есть с момента ее прихода на территорию республики, а так вот история электронной фиксации непосредственно самого препарата иммунобиологического начинается от производителя. У нас так называемая система «Честный знак», куда как только вакцина была произведена, пронумерована, соответственно, она фиксируется и вводит. И с этого момента отслеживается весь путь движения этой вакцины. Это один момент. Другое дело, значит, пациент. Для того, чтобы вакцинироваться, мы все прекрасно знаем этот порядок. У нас 4 способа, как записаться на вакцинацию. Но фактом записи пациента на вакцинацию является его идентификация. То есть это паспорт, это полис, это СНИЛС. Вводятся эти данные в электронную систему, и вот с этого момента, когда произведена первая вакцина, введены данные пациента, вот здесь уже и портал государственных услуг, и наша федеральная система, федеральный регистр не позволит просто нам не отследить или сделать иначе. Ну, я думаю, что Владимир Львович имел в виду то, что подмена может быть. Да. И что люди говорят, что они провакцинировались, а на самом деле это была не вакцина, а провакцинировались водой. Ну, этого быть не может. То есть это просто сейчас очень обсуждается, я думаю, да? И такие фейки, они... Это очень строго отслеживается. Я думаю, главным контролером здесь становятся наши жители республики, которые, вот не поверите, у нас в ежедневном формате поступает информация, когда есть периодические сбои, там, допустим, во временном интервале получения вот этого QR-кода даже,
Жители у нас молодцы, у нас гражданская активная позиция у них, они требуют, где наш QR-код, мы провели вакцинацию, вот будьте добры, предоставьте. Но при этом есть моменты, они действительно есть, когда люди, когда заходят на госуслуги, видят другие даты своей вакцинации, и отсюда тоже появляются, да, какие-то вопросы. Вот здесь очень важно обратиться туда, где вы, в медицинскую организацию, где вы провакцинировались, и там же сразу корректируют даты вакцинации, и первый, и второй, и так далее. Пожалуйста, дайте последний вопрос. Последний вопрос. Вопрос, конечно же, злободневный. Тут спрашивают, что как быть, если работодатель заставляет прививаться под угрозу увольнения или лишения премий? Насколько правомочны вот такие вот поступки со стороны работодателя? Ну, мы, конечно, понимаем, что это, повторюсь, да, неправомочно, потому что вакцинация сегодня носит свободный характер, да, и у нас нет сегодня указа, да, который определил категории, кто обязательно должны привиться, и не хотелось бы к этому доходить. Все-таки почему мы и сегодня встречаемся и еще раз убеждаем, просим серьезно отнестись, потому что задача стоит 60% провакцинироваться. Не потому что она стоит как задача, потому что это необходимо сделать, чтобы мы с вами победили ковид. И чтобы у нас в республике возник коллективный иммунитет. А что касается работодателей, что бы мне хотелось сказать? Вот я хочу привести пример, когда именно в веру прививок, и ведь в коллективе тоже необходимо 60%, да, привиться, это, я думаю, будет хорошим примером для всех руководителей и муниципальных учреждений, и отраслевиков, и нас. Вот и Лара. Что они сделали? Есть ряд мер, которые, я считаю, вот будут для всех примеров. Первое. Конечно, это было интервью генерального директора, и своим примером он показал о том, что необходимо вакцинироваться. Второе. Установлены экраны для этого специально, где каждый день выводится статистика, сколько провакцинировано сотрудников. Вот, да, возвращаясь. Очень важный пример, который рядом. И, конечно, отгулы. И руководитель своим решением дает отгулы в день вакцинации, но Илара пошла дальше, и у них есть отгулы даже и дают с тем, кто ранее провакцинировался. Это хорошая мотивация, и 2 отгула, если ты делаешь 2 раза, это хороший момент для любого человека, это хорошая мотивация. Ну и кроме того, мы тоже просили и обращались продумать какие-то интересные мотивирующие вещи. И вот Илара, например, проводит лотерею. Они выделили определенный фонд. Лотерея среди тех, кто привился. И хорошие призы. Это тоже дополнительно помогает. Да, и бытовая техника, еще что-то. То есть у них там определено количество лотерейных билетов, определенные призы. Это тоже дополнительно такая хорошая история. Ну и, конечно, у них постоянно организованы консультации уже с медицинскими работниками. Вместе с Владимиром Геннадьевичем это все отработано в форме вопроса-ответа по вакцинации от ковида. То есть совершенно все, как мы видим, здравоохранение, все врачи, все открыты. Мы все готовы консультировать, своевременно отвечать. Но подобные меры, вот как я привела Илары, это вот для всех такой хороший пример руководителей. Не надо далеко ходить. И у нас есть хорошие мотиваторы. Вот в какой-то из больниц, да, в здравоохранении у Владимира Геннадьевича, главные врачи тоже, да, у вас есть интересные дополнительные услуги с точки зрения проверок, да, там дополнительных, что-то у вас там, да, было, и массажи, как бонус за то, что ты провакцинировался, и моменты, связанные, ну, с такими с положительными моментами. Поэтому предлагаю также посмотреть и использовать в своей работе. У нас еще есть время для маленького вопроса. Когда начнут делать в Чувашии спутник Лайт? Владимир Геннадьевич, наверное, вам. Спутник Лайт, еще раз повторюсь, после 25 июня, значит, когда он уходит в гражданский оборот и при увеличении наращивания объемов производства этой вакцины, соответственно, начнет поступать в регионы Российской Федерации. И, соответственно, и Чувашская республика тоже в этом списке стоит. Как только вакцина поступит на территорию республики, информация сразу будет в массах. Давайте мы еще, спасибо за вопросы. Вопросы есть, мы на них все ответим, вы их зафиксировали. Подведем еще раз итог. Что хочу
то есть, постоянно поступающий вопрос вынуждает еще раз подводить итог и благодарить за участие в этой прямой линии. И на что хочется обратить внимание. Вот все-таки у любого заболевания есть 3 составляющих. Да? Это врач, это пациент и это болезнь. Вот от того, кто как, с кем скооперируется, и зависит результат. И вот нам очень важно для того, чтобы мы болезнь победили, сегодня нам, как пациентам, услышать рекомендации специалистов и врачей, которые были сейчас в нашей студии. Повторюсь, мы открыты, но безопасность ваших близких, безопасность вас зависит только от вашего решения. Не надо ничего ждать. Надо принять решение здесь и сейчас, пойти и провакцинироваться. Еще раз просим вас отреагировать на нашу прямую линию, на наше обращение, потому что это всем нам необходимо, чтобы мы не повторили того страшного периода, через который мы все с вами прошли. Спасибо всем за участие.